Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Уважаемые жители республики, Бурыт, добрый вечер. Расскажу сегодня в своем видеообращении о мероприятиях, которые прошли сегодня, в четверг. Начну с того, что сегодня мы провели Организационный комитет «Победа», и на нем я выступил с теми нововведениями, которые мы готовим в 2022 году для наших уважаемых ветеранов. Это ветераны Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны. Это жители блокадного Ленинграда, это узники концлагерей и, конечно же, дети войны. Итак, действительно, мы сегодня, когда докладывала председатель ветеранского республиканского комитета Людмила Александровна Жукова, услышали такую достаточно тревожную цифру, но она, в общем, такая щемящая, что у нас на сегодняшний день в республике всего осталось участников Великой Отечественной войны 67 человек. То есть вот насколько время безжалостно и насколько действительно мы в этом отношении теряем год от года наших участников Великой Отечественной войны, тем, благодаря кому мы живем, и те, кто завоевал для нас вот эту драгоценную победу. Поэтому, конечно, сегодня я несколько раз подчеркнул о том, что все руководители на местах, неважно, это руководитель муниципалитета или министр правительства, общественные деятели, любая работа, которая так или иначе связана со старшими поколениями, должна быть в первую очередь связана не как работа, а как любовь и забота вот к нашим уважаемым ветеранам. И не на словах, а на деле мы сегодня от имени правительства рассказал, что мы сделали дополнительно к тем льготам, которые есть на федеральном уровне, вот те льготы региональные, которые мы реально с заботой о наших ветеранах предложили и проводим в 2020, 2021 и будем пролонгировать дальше. Ну, первое, это, конечно, мы в 2020 году впервые подняли выплату к Дню Победы до 3000 рублей детям войны. И вы знаете, ну, казалось бы, 3000 рублей, да, и даже где-то на встречах меня так, корили, что, что такое 3000, хотя понятно, что когда мы начинали, это было почти 100 миллионов рублей, вот в 2020 году, к сожалению, действительно время безжалостно, и даже эта категория, дети войны, они тоже по старости, к сожалению, уходят, и тем не менее мы на сегодняшний день 85 миллионов в год выплачиваем как раз детям войны именно вот к Дню Победы. И взяли на себя обязательство, независимо от бюджета, будет он дефицитный или там сложный, все равно эту категорию поддерживать и выплачивать эти средства впредь, и в 2022 мы пролонгируем на следующие годы. Еще одна льгота, именно региональная льгота. С 2022 года мы тоже берем на региональный бюджет бесплатное социальное обеспечение нескольких категорий. Ну, во-первых, это труженики тыла, это узники концлагерей, это жители блокадного Ленинграда. Вот для них это социальное обслуживание, как и льгота, будет бесплатное с 2022 года. Еще продолжать предложили и на 2022 год, и на следующие годы, последующие годы. Это оздоровление, санаторно-курортное оздоровление в санатории «Колос», и по возможности еще привлекать в других санаториях места для того, чтобы оздоравливать наших ветеранов, уважаемых. И также уже с 2020 года мы проводим ремонт домов, ремонт квартир
там, где живут наши ветераны, именно ветераны Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны. Так вот, с 22 года мы эту льготу распространяем и на детей войны. Да, сегодня это 28 тысяч, вот категория у нас в республике, но мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, и их не щадит время, и поэтому надо успевать делать добро для людей, которые в малом возрасте, но хватили с лихвой, хватили войны и того, что она проклятая сделала. Поэтому с 22 года дети войны тоже у нас в категорию входят по ремонту жилища, где этот уважаемый ветеран живет. Ну вот это по Оргкомитету «Победа». Конечно, договорились, что следующий оргкомитет проведем уже в начале 2022 года, подведем итоги 2021, ну и наметим планы на 2022 год. Еще одно, я считаю, важное очень сообщение по бюджету. 9 месяцев, как правило, на 9 месяцев идет отчет по бюджету. Я вам обещал рассказать, как мы за 9 месяцев бюджет проведем. Ну, хочу сказать, что, знаете, гигантская работа, вот нисколько не постыжусь этого слова и не буду скромный в том, что была гигантская работа проведена правительством, Министерством финансов Республики Коми, потому что мы, ну, на самом деле сделали во время дефицитного бюджета, да, вы знаете, что у нас жестко дефицитный бюджет в 2021 году, тем не менее, за 9 месяцев мы сократили госдолг, государственный долг на 4 миллиарда рублей. Подчеркиваю, это в то время, когда у нас очень жесткий дефицит. То есть это очень тонкая работа по бюджету, не сокращая при этом. Мы же сейчас и во время ковида, да, живем, мы постоянно наращиваем объемы на здравоохранение. Мы не сократили, а увеличили объемы расходов на образование, вот на ветеранов, но тем не менее госдолг мы сократили на 4 миллиарда. И это, конечно, огромное достижение. Он сегодня не так и мал, это 31,8 миллиарда рублей, но на 4 миллиарда мы его сократили. Далее, естественно, сократился и госдолг, совокупный долг у наших муниципалитетов. Он уменьшился почти на 900 миллионов рублей и теперь насчитывает 2,2 миллиарда. Что еще очень важно, это мы по доходной части, если брать доходную часть на 9 месяцев 2021 года и сравнивать с 2020 годом, так вот мы нарастили доходную часть, повторяю, при том, что у нас дефицитный бюджет, на 12 миллиардов рублей, если сравнивать итоги 9 месяцев 2020 года и 2021. В плюс 12 миллиардов. Ну и что тоже очень важно, на 9 месяцев мы также вышли в плюс по расходам и доходам, да, снова подчеркиваю, у нас дефицитный бюджет, да, мы изначально шли в дефиците. Мы вышли в плюс, у нас за 9 месяцев образовался плюс 3,4 миллиарда. Понятно, что итоги подводятся по году, и мы пока не говорим, что мы имеем профицитный бюджет, но за 9 месяцев мы, тем не менее, сумели все-таки выйти в плюс. И это тоже дорогого стоит, ну, соответственно, мы можем позволить сейчас за счет вот этих дополнительных средств, которые рачительным хозяйствованием получили, потратить их на первоочередные нужды, которых, ну, в хозяйстве, в таком как Республика Коми, очень много, и вы это знаете. А все это будет ощутимо вами, уважаемые жители, потому что каждый рубль будет вкладываться в первую очередь в социальную, опять же, в социальные расходы, в образование, в благоустройство и комфортную среду, городскую и сельскую. Поэтому это будет все ощутимо. Вот те плюсы, которые мы имеем сегодня, и которые будем вкладывать в развитие республики. По эпидобстановке. Мы снова растем. У нас за сутки зарегистрировано 295 случаев заболевания коронавирусом. Вчера было 287.
И вот я сразу хочу сказать, что среди 295 вновь заболевших действительно 37 человек – это люди привитые. Но дальше, как эти 37 человек привитые, как они дальше болеют? Вот из них всего 4 человека госпитализированы, да? А 33 человека, они находятся на амбулаторном лечении, то есть у них заболевание протекает легко. Это снова я говорю о том, что я каждый день вам показываю плюсы, когда человек привитой по сравнению с непривитым. Так вот, опять же, сразу скажу по умершим, умерло у нас, к сожалению, за сутки 5 человек, так вот среди умерших опять все это непривитые. Вот это снова доказательство того, что, конечно, нужно, неоспоримо нужно прививаться. По количеству развернутых коек у нас мы не добавляем пока койки, у нас 2509 коек развернуто, занято 2066 коек, ну, вчера было немножко больше, на 3 койки было больше, поэтому пока не разворачиваем, потому что каждая койка, я вам уже докладывал, это дополнительные средства из бюджета, вновь развернутая. Ну и вот по траурной статистике на сегодняшний день у нас умерло уже 1897 человек. Вдумайтесь, пожалуйста, в эту цифру. Вдумайтесь, потому что, повторяю, это в основном на 99% непривитые люди. Поэтому я не хочу не совсем не сгущать краски, но тем не менее цифры говорят сами за себя. По привитым завершили полностью вакцинацию 266 734 человека. Спасибо огромное всем, кто прививается, и все, кто еще думает, пожалуйста, прививайтесь. Вакцин у нас более чем достаточно, более 150 тысяч доз. На сегодняшний день это вся информация, уважаемые жители республики. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга, обязательно соблюдайте масочный режим. До следующей встречи.